1898 году Министерством государственных имуществ обществу Приморской железной дороги был отведен участок земли, чтобы оно построило на этом месте курорт для столицы. Так мечта инженера Петра Авенариуса нашла свое продолжение. Сам Сестрорецкий курорт состоял из небольших лечебниц, окруженных парком, дорогого ресторана и большого концертного зала, но на этом курорте главным занятием был флирт, а не лечение. Вот как об этом писал Александр Блок. Что сделали из берега морского гуляющие модницы и франты? Наставили столов, дымят, жуют, пьют лимонад, потом бредут по пляжу, угрюмо хохоча и заражая соленый воздух сплетнями. Потом погонщики вывозят их в кибитках, кокетливо закрытых парусиной, на мелководье. Мы подметили, что большинство самых невероятных событий, описанных в рассказах Зощенко, могло случиться именно в Сестрорецке. А что касается курорта, то вот какая романтическая история произошла с одним начинающим поэтом. Один молодой поэт, довольно интересной волевой наружности, влюбился на курорте в одну недурненькую особу. Она не была поэтессой и все время имела наклонность к поэзии. И вот ударило время разлуки, наступило время расставания. Он прибыл к себе в Ростов, куда-то там еще в южные места, но, просидев пару недель, сложился и дернул к своей особе. Она его спросила: надолго ли? И он ответил: навсегда. Но сразу после приезда она была 2 дня подряд именинница. На первый день он ей купил кондитерский кредит, но, узнавши о рождении, подарил бусы. Каково же было его удивление, когда, получив бусы, она сказала: по поводу моего дня рождения я хочу пройтись с вами в какой-нибудь коммерческий ресторан. И в ресторане он, так сказать, совершенно вытряхнулся. Порядочно поистрачившись, пытался настрочить хотя бы несколько мелких стихотворений на предмет продажи, но не тут-то было. И тогда наш молодой поэт продал на рынке свое пальто, правда, на другой день наступил холод, он заболел и слег. Барышня, безусловно, его посещала. Но после выздоровления поэт продал на рынке последний костюм и в одной майке, спортивных брючках в один прекрасный день явился к нам литературный фонд ленинградский, где рассказал свою историю, за что получил свои 100 рублей и по желанию больше никогда сюда не возвращаться.